Вот, это у нас четвертое, сейчас соединитель был, пятое. У нас после глагола добавляем май, мей, бай, бей, пай, пей. В зависимости от того, то есть на какую согласную заканчивается последняя буква и какой последний слог, там открытая гласная или закрытая. Анализируя это, мы уже будем выбирать, какой именно выбрать. Здесь будет таблица, где будет описано, после каких гласных или там последних букв будет соответствующее окончание. Вот. Май троп или вместо троп можно добавить жатып. Что-то троп или что-то жатып. Например, так, қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Перед тем, то есть вот эта грамматика имеет значение перед тем. Не после того, а наоборот, да, то есть перед тем, как. Қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Перед тем, как снег выпадет, давайте сыграем в футбол. Футбол. Ойнайық. Йық – это давайте. Давайте что-то сделаем, да? Ойнайық, футбол ойнайық. Вот. И эта грамматика означает перед тем, как. То же самое значение может иметь также похожая аналогичная версия. Это, как всегда, ган добавляем, или ген, или кан, или кен. И к нему добавляем гаге, каке. То есть ганга, генге, канга, кенге. И также добавляем предлог дейін. Дейін означает, у него значение перед. То есть қар жауғанға дейін футбол ойнаймыз. Перед тем, как выпадет снег, сыграем в футбол. Вот.